опять Беларусь. Ну что ты не можешь сделать что-то американское. Оказывается, что Беларусь изобрела новые технологии, которые используют ностальгию для возвращения беженцев обратно. Да, бегу. То это какая-то чушь, да? Это вообще-то физиологический процесс. Ну, то есть это бред сивой кобылы. Я знаю кого-то, кто знает кого-то, Да. кто... Я знаю сына Нормана Миллера, он знает дочь Маммета. Первый раз работала на Universal Apple, написала там сценарии для них. Так у меня по $200-300. Ну, какие-то смешные деньги платила. Я бралась вообще за всю работу в отчаянии. И так, знаешь, с издевкой немножко. А что ты там какие-то свои короткометражки кто? делаешь? Ну, долбить. Да. И нужно было уметь хорошо писать имейлы. Имейлы юристам, потому что мы не могли выбить права на музыку. И меня в HBO меня научили писать эти имейлы. Знаешь, то есть вот так писать, чтобы тебе отвечали. Да. Как это возможно? У тебя же даже нет родственников в индустрии, да? Да. Как ты это делаешь? Зашел такой, ага, тебе там надавали по носу, да, и все. Мы зашли в магазин Union Market. Union Market — маленький магазин, в котором очень качественные овощи. И здесь очень приятно покупать себе какой-то комплект еды, потому что здесь очень хорошие овощи, здесь очень хорошее качество, и всегда как-то все оперативно, быстро, удобно. В общем, рекомендую этот магазин, если вы находитесь рядом где-то в Нью-Йорке. Я вам скажу так, когда смотришь белорусское телевидение, то ты понимаешь, что Запад загнивает. Ну, вот загнивает он приблизительно так. Когда ты входишь в магазин, кажется, что он совсем небольшой, а потом открываются новые пространства и какие-то очень вкусные, очень вещи, которые хочется попробовать, а потом они становятся частью твоей кухни, потом они становятся частью твоей жизни. На самом деле этим отличается свободное общество. Вот это, собственно, и есть те элементы добробыта, о которых я все время пытаюсь вам объяснить. Если ты хочешь делать что-то с помидором, как, например, сливочный крем-суп, то бери разные сорта. Каждый из них дает свой оттенок вкуса, и в общем получается очень красивая процедура. В общем, поэтому я беру здесь называются сливовни. Они сочные, и они напоминают, на удивление, вот эти херсонские помидоры знаменитые, которые даже в свое время попадали в Беларусь. Везде сезон тыквы. Тыква готовится везде. На самом деле я очень поздно пришел к тому, что это потрясающий продукт, с которым можно делать очень много. Раньше я его не очень недооценивал. Прости, тыква. Мне очень нравится, когда покупаешь такие морковь. Это, знаете, вот тот момент, который, когда ты понимаешь, что ты идешь готовить из семги, так с морковью. И нам нужен фета. Потому что фета сначала запекается вместе с овощами, и потом перебивается. Стоит взять крекеры, потому что крем-суп хорошие крекеры, это крекеры фри, веганские. Вот же он. Да, вот же он, конечно. Мы по-прежнему в Нью-Йорке. По-прежнему мы в квартире, которую нам не дал горисполком.
нью-йоркский. Вы сейчас познакомитесь, кто не знаком еще, с человеком, который для меня очень дорог. Очень дорог хотя бы потому, что он вернул мне веру в белорусское кино. Да. Я в один момент разочаровался во всем, что делали белорусские кинематографисты, понял, что кинематографа в Беларуси больше нет, и вдруг вышел фильм «Хрусталь». И я понял, что, в принципе, надежда еще есть. Поэтому сегодня со мной здесь девушка, которая живет в Нью-Йорке, но работает, по сути, на две страны, на Америку и на Беларусь. Даша Жук. Дашенька. Привет. Здесь сегодня твой любимый суп. Твой и мой. Все было очень просто. Я ничего не сделал такого сложного. В духовку положил помидоры, лук репчатый, розмарин, перец, чеснок. По-моему, даже все. Что там еще? Приправы? И сыр фета. Фета, да. Все это запеклось, потом перебил блендером, добавил бульон и, собственно, все. Все. Да, смачно есть. Да, такие давай. крекеры тебе Да? безглютеновые еще. Ой, супер. Чем ты питаешься в Нью-Йорке? Слушай, как у тебя вопрос, как у моей мамы или у моей бабушки. А что же ты сегодня ела? Да, ты ела? именно. Любимый вопрос. Слушай, я даже не замечаю да, я редко это замечаю. Но как-то оно все получается само собой, чем я питаюсь. Ты готовишь? Знаешь, у меня офигенно готовит муж. Просто невероятно. Знаешь, у него У моей жены Что? муж тоже офигенно. итальянские корни, да, хотя он уже давно американец, и у них там какие-то семейные классные рецепты. Знаешь, вот этот бесконечный Он любит готовить? томатный соус, который они делают на Рождество, знаешь, там по 9 часов они там Да, его мешают. да, То есть это да, там, да. как называется, ужин 7 рыб, да, должно быть там 7 Да, разных 7 рыб, разных, да. да. Ну, это все потрясающе вкусно. Он любит готовить? Любит готовить, да. Я, конечно, тогда пытаюсь как-то влезть, да, вот посмотри на мой, знаешь, а можно я какие-нибудь голубцы тебе сделаю? Он говорит, какие голубцы? Знаешь, ну, нормально, борщ ему нравится. Что ему еще нравится? Вот я драники недавно сделала, тоже волшебные. И он так, знаешь, ну да, ок, да. Он мне говорит, картофельные оладьи. Они почему-то сразу решили, что это какая-то супер еврейская тема. Они говорят, ну это лапкис, да. лапкис, да. Говорю, у нас что, какой-то еврейский праздник? Ну, они так подшутили. Я говорю, ну это что же, это же наше тоже. И наш тоже, пришлось какую-то провести профессиональную, да. По сути, ты одна из очень немногих белорусов, которые интегрировались в одну из самых сложных индустрий. Кинематографическую. Туда интегрироваться очень сложно. Ты сам это свидетель. прочувствовал, да, ты свидетель, да, ты такой. Да, знаешь, что, зашел такой, ага, тебе там надавали по носу, да, и все. Да. Не говори, слушай, у меня есть сосед, который, как после того, как я сделала фильм, сосед-американец. Он подходил ко мне и говорит, слушай, я хочу пожать твою руку. Как это возможно? У тебя же даже нет родственников в индустрии, да? Да. Как ты Да. это делаешь? Потому что, конечно, это все очень... Я знаю кого-то, кто знает кого-то, Да. кто... Я знаю сына Нормана Меллера, он знает дочь Маммета. Да, вот это работает здесь вообще безукоризненно. Как это у тебя получилось? Ты знаешь, долгим и упорным трудом, скажем так, знаешь. С чего тут Это, знаешь, началось? долбить. Да, Это да. вот из этой, абсолютно из этого. С чего началось? ипостаси. В каком году здесь оказалось? В 16 лет я поехала сюда поучиться. Потом я пошла, в 17 лет я сюда возвращалась, потом думаю, нет, я поступлю здесь в университет. Я поступила сначала в один, потом в другой. И так эта история, в общем, меня затянула. Думаю, может, я сейчас немножко еще поработаю, а потом поняла, что и как-то возвращаться сложно, тяжело. Но я болела этой идеей долго, что мне надо быть художником, нужно заниматься кино. Я случайно совершенно попала на курс кино в Гарварде, абсолютно случайно. Знаешь, просто взяла камеру в руки. Случайно в Гарвард попала? Да, кто берет в случайности.
и влюбилась. Знаешь, то есть я вдруг поняла, что все в этом меня устраивает, что это все мое, все эти люди, которые вокруг этого всего. Знаешь, мне процесс меня затянул. Вот я никогда не была тем человеком, который ходил в кино и хотел... Вот я бы хотела сделать такой фильм, да. И это было не обо мне. Я просто вот мне нравилось сидеть с эти 16 миллиметрами, там, резать их, монтировать, знаешь, показывать, работать в команде, искать персонажей. Я с документального кино начинала. У тебя не было никакого выбора больше? Слушай, я очень долго пыталась убежать от этого выбора, лет 10. Я пыталась... В какую сторону? В какую? Вообще во все. Ты знаешь, я поработала в банке. Я побыла... В банке? Да, я поработала на Уолл-стрит. 2 года. Я поработала 5 лет на HBO, я была там стратегом. Я всем своим друзьям помогала в тот момент продюсировать кино. Попала, кстати, вот у меня там был фильм про Гоголь Борделло, попала на кучу классных фестивалей. Вот я этот фильм подруге просто вырулила, знаешь, я его подняла с колен, потому что у нее была там такая дикая история была, и нужно было уметь хорошо писать имейлы. Имейлы юристам, потому что мы не могли выбить права на музыку. И меня в HBO меня научили писать эти имейлы. Знаешь, то есть вот так писать, чтобы тебе отвечали. Да. Вот я знаю, что «Хрусталь» есть, да, и он существует, и вот до сих пор ждут, показывают, и он, знаешь, он даже... Я понимаю, что, господи, как здорово, как здорово мы попали, как хорошо, что было столько любви, и эта любовь, она в этом фильме как-то зафиксировалась настолько, да, что мы попали в этот zeitgeist, как говорится, да. Но это абсолютно не факт, что так происходит. Абсолютно. Обычно обратное совершенно. Абсолютно. Знаешь, когда я сняла эпизод для Little America, «Маленькая Америка» для Apple, и вообще было, знаешь, вот ощущение было, что ты как будто ничего не сделал. Вот он вышел, серьезно, у меня не то, что там ни одного критического обзора не было. То есть, серьезно, то есть вообще никто даже не заметил, растворился. Я была в таком шоке, потому что, вот смотри, вот в этом... Это Apple. Это Apple, да. Там было больше денег, да, вот для меня, как вот... Тут была моя история, я тут первый раз работала на Universal Apple, написала там сценарии для них, студийные. Потом эту историю свою вот продала на этот... в этот формат. Я так удивилась, думаю, и теперь я поняла, да, вот независимые режиссеры, почему они так бьются годами за фильм, потому что ты все-таки зритель по-другому его смотрит, чем вот это сейчас бесконечное количество телевидения. У тебя были вот эти, из-за вот этой всей системы, схемы, когда ты не знаешь, куда идти, с чем идти, что идти, у тебя было какое-то отчаяние? Было, что ты проваливалась просто? Слушай, если бы не мой муж, я не знаю, как я бы выжила. Знаешь, вот у меня было... Я закончила киношколу, и вот у меня был этот сценарий «Хрусталя», еще один сценарий, и я абсолютно не знала, что делать дальше. И я просто не признавалась ему, да, но он так удивлялся, вот ты сходила в продуктовый магазин, да, но ты ничего не купила. Я думаю, господи, мне просто так стыдно признаться, да, что у меня, знаешь, купить нет средств на это. Потому что мы еще не были женаты, да, и у нас был раздельный бюджет, и, мне было действительно, просто дико неудобно, но мне он очень помог. Я бралась вообще за всю работу в отчаянии, я не знала, как что произойдет, будет ли и как это будет, ты, наверное, делать. Ты, наверное, проходила самый сложный, но самый честный алгоритм, да, то есть если надо выжить, то надо выжить. Надо что-то... Я там всякой подработкой занималась, я не знаю, вспомнила свои корпоративные скиллы, да, реально, там какому-то человеку, прекрасному моему знакомому, у него была компания по дистрибуции, я сидела там, считала ему, не знаю, какой-то анализ делала его бизнеса, вот знаешь, как консультант приходила, и он там, знаешь, такой мне по $200-300, что, какие-то смешные деньги платил. И потом я действительно, я шла по улице и встретила этого продюсера, который меня знает давно, и так, знаешь, с издевкой немножко, а что ты там какие-то свои короткометражки делаешь. Американец? Да, он был американцем, канадским американцем, который очень хорошо понимал политическую ситуацию, потому что он работал на Vice, и они только в тот момент, это 16-й год, они только подняли огромные деньги, да, и это парни, вот они идут, и мир у их ног. И, конечно, он там с барского плеча снимает мне и говорит, а у тебя есть сценарий? Так пришли свой сценарий нам, да, и вот что они дали... сейчас маловозможно. Маловозможно. И говорит, вот они мне дали первые деньги, и когда они сказали, что, вот это сценарий, Vice Films, да, это открыло мне много дверей, много возможностей, как-то люди начали серьезно ко мне относиться. Расскажи про новый проект.
немножко выхожу из вот только драма и начинаю работать немножко с какими-то жанровыми элементами. Это рассказ Тани Замировской. Я прочла рассказ, думаю, вау, это кино. Таня написала рассказ с элементами научной фантастики, такой философской научной фантастики. 2 белорусских беженца, пара, так ностальгируют по Беларуси, что их ностальгия переносит обратно в Беларусь. Оказывается, что Беларусь изобрела новые технологии, которые используют ностальгию для возвращения беженцев обратно. Да, беговых. И вот как им выпутаться, да, из этой ситуации, здесь очень простой, да, смогут ли они вернуться обратно в какую-то безопасный новый дом. У вас в семье случилась беда. Я говорю про твою дочь, которую вы потеряли. И после этого вы написали с мужем пьесу. И я от этой пьесы в восторге. Как людям, вот тем, которые сейчас просто на нас смотрят, да, может быть, это как у кого-то вылечит, да, кого-то объяснит, как можно попробовать это пройти, да. Вы прошли через творчество. Как это было? Когда я с этим столкнулась, в общем, знаешь, когда Зоя родилась и стало понятно, что там некоторые отклонения по здоровью, и что, наверное, ДЦП, знаешь, я уже была на самом деле в шоке, что я так мало об этом знаю, что я так мало касалась этой темы, и что я так, несмотря даже вот, да, сложный ребенок, наш в Америке это называется medically complex, да, you're a medically complex child, медицински сложный диагноз, и медицински сложные, говорят, как бы, I'm a parent, I'm a medically complex parent. Они иногда так сокращают, говорят, что я вот так вот с этим работаю, живу с этим, да, работаю, борюсь за это. Это тоже, знаешь, я была не готова вот к такому количеству любви, которое меня разрывало каждый день, да, я думаю, как? Я вообще не знаю ничего про такое материнство. Почему мне даже в кино это не показывают? И у меня, знаешь, это началось даже не с момента там потери, да, у меня началось вот с момента, как она у меня в жизни появилась, как она к нам пришла. Я такая думаю, надо обязательно рассказать про материнство, потому что у нас какой-то такой дикий, жутчайший импринт, знаешь, из Советского Союза, что пары остаются вместе, да? Это вот как я была, что? Как, и у меня, знаешь, какие-то даже знакомые, и что там, муж не ушел? Да. И ты просто думаешь, да ладно, я не могу поверить, что у вас язык поворачивает это сказать. Почему? Я говорю, а почему сложности не могут пары объединять, сближать? Потому что, по-человечески, на самом деле, тебя сближает это. У нас в жизни, вот в нашей семье любое говно нас объединяло. Потому что, это так, то есть надо было прожить и поддерживать, когда тебя... Я понимаю, когда, знаешь, это, наверное, вопрос для семьи, где друг друга люди не поддерживают и так. То есть Или ищут какую-то, знаешь, причину, как разойтись. И мне захотелось, знаешь, это про любовь. Почему? Классно, я хочу почувствовать эту любовь на экране. Вот смотри, я столкнулся с этим, когда работал со студентами и со студентками. Потому что, когда я спрашивал, кто из ваших мам с вами говорил о месячных до того, как они наступили, и выяснялось, что это просто там 1 на 100. И я понимал, что это какая-то чушь, да, это вообще-то физиологический процесс, то есть это бред сивой кобылы. Вы должны были это объяснять, как только ребенок начал говорить, объяснять, будет такой период у тебя, дорогой, это пройдет, фигня, не думай об этом. Потом это будет по графику, ты будешь отмечать, понятно. Нет, да, то есть почему нет, непонятно. Но здесь еще сложнее ситуация. Никто не объясняет матерям, а это уже разговор не родителей. Это не то, что мама должна объяснить, да, что тампоны это для этого, прокладки для этого, да. А здесь общество тебе должно кто-то объяснить должен, как, что, вообще, на что обращать внимание, как думать. Что ты вообще? А ты тут просто, да, тебе надо очень такой, быстро понять, быстро изучить. Я такой, Google. Да? Слушай, даже, да, если это даже какое-то, может быть, простое материнство, да, или родительство. Ты тоже, ты такой зашел, такой, я ничего не понимаю, мне надо сейчас срочно все понять, да. Они даже придумали сейчас matrescence, знаешь, есть слово, которое вот у тебя есть там adolescence, а есть matrescence. Вот ты там взросление тинейджера, да, и становление родителями, это вообще у тебя новый этап в жизни, очень важно, где ты тоже через это вообще становишься, по сути, другим человеком. Получилась пьеса ваша.
Получилась пьеса, и еще будет фильм. Фильм будет не совсем основан на нашей истории, но тоже, которая история близкий по теме, да, про там персонаж, она находит свою тетю, которую заперли на всю ее жизнь, на всю свою жизнь она провела в институции, да, и даже про нее забыли, заперли и забыли, знаешь, что в семье вот была дочь. И там трагедия мамы, которой пришлось отдать эту дочку навсегда, потому что ее тоже убедили доктора, убедил муж, что лучше, вот ты продолжай свою жизнь, лучше это оставить. В Америке тоже такая ситуация. То есть сейчас это, может быть, в Восточной Европе у нас происходит до сих пор, а тут так практиковали вот такие советы, там, 60-е, 70-е, это было очень все... Это вот сейчас мы понимаем, что такому ребенку нужно максимум любви, их нужно окружать нейротипичными детьми, что любовь, она, конечно, материальная любовь спасает, любовь обучает, это уже, они уже есть, эта любовь. Знаешь, у меня есть подруга, которая увлечена, как и я, футболом, на чем мы сошлись, и она хотела создать футбольный клуб, школьную школу для детей в Варшаве. Она возглавляет школу, в которой там 300 детей учатся. И она говорит мне: ты будешь как-то участвовать, если я вдруг хочу футбольную школу создать? Я говорю: да, только если будет одновременно и для мальчиков, и для девочек. Тогда я готов. А если просто для мальчиков, не готов. Потому что я фанат, как бы, в том числе, женского футбола. И она мне звонит и говорит: будет сначала школа для детей, футбольная, для детей, которые с аутизмом. И тут я сказал: все, да, сразу здорово, да. Вообще. Вот сейчас они тренируются. Я увидел воочию, как меняются дети от тренировки к тренировке. Дети, которые не могли двигаться толком, которые не координировали движения, которые вдруг начинают играть в футбол. И родители стоят вот так у бордюра и плачут. Просто они говорят: только не закрывайте школу, потому что я не думала, что он вообще к мячу прикоснется. А он... Или там ребенок, который истерика первую тренировку, истерика вторую, истерика третью. Но специалисты ходят, помогают, занимаются. И в итоге ребенок подходит к тренеру. И он уже не плачет, не кусается, ничего. Он просто подходит и говорит: хотите, я вам песню спою? И, знаешь, я в таком шоке, я понимаю, что, так, собственно, вот алгоритм. Вот он, вот тебе, и оно начинает работать. Я только себя хотел спросить про Беларусь, насколько она в тебе... Она постоянно прорастает. Я уже такая, слушай, я уже утомила всех своих друзей, у меня там несколько богатых людей, к которым я, так иногда прихожу: а вот вы не хотите мне помочь с проектом? И они опять скажут: опять Беларусь, ну что, ты не можешь сделать что-то американское уже, знаешь. Да. Они говорят: слушай, ну как, это же про ностальгию, да? Ты думай такими другими категориями. Хотелось бы поехать туда. Куда? Беларусь. Пока нет. Вот я сейчас была в Вильнюсе, и меня так удивило, знаешь, как мне все напоминает. Да. Напоминает И потому что из Минска туда часто ездила, это сразу же такое погружение. И не очень простое, на самом деле. Не очень простое. И как-то мне, знаешь, приятно было, там я вспомнила, прабабушка там в гимназии училась в Вильне, знаешь, там 100 лет назад. И это было прям что-то такое, да, знаешь, очень важная веха в семье. Что для тебя вкус счастья? Бабушкины яблоки. Знаешь, такие, может быть, даже какие-то поменьше, может, какие-нибудь райские яблочки. Слушай, однажды с папой мы шли по политехническому институту, да, сейчас БГПА, а там же сады были, знаешь, то есть все построено было, да. И я помню, что он не сдержался и полез, знаешь, на забор и начал рвать эти яблоки, да. Я помню, знаешь, а я там, знаешь, мне года 4. Я в ужасе. Ну вот, знаешь, это ощущение, что вот же добро пропадает. Нужно же, знаешь, сделать фотографию, это будущий главный редактор журнала.
И знаешь, я просто поняла, и у него такое наслаждение было, да, всем это нарвал эти яблоки, и что? Слушай, наверняка не спела еще, знаешь, и все, ну это же... ну, Твой сегмент Беларуси в твоем сознании, это сколько? Вот так эта ленточка стопроцентная, это сколько занимает? Ой, ну 50, наверное, даже 60. Я постоянно, знаешь, я когда даже американцам рассказываю истории, я постоянно вот вспоминаю про свою идентичность, и им это все пытаюсь рассказать, даже если они, знаешь, часто не понимают. Как-то перевести это на их язык. А скажи, легче после 2020 года стало со своей идентичностью? Конечно, мириться? господи, да. Спасибо нам, дорогим, да, за то, что мы это все сделали. Да. Ну, вообще, есть что рассказать. Есть что. Как это все. Слушай, ну это вот, да, вкус счастья. Вкус счастья — это, вот, знаешь, выйти в субботу на женский марш. Я такого никогда не ощущала. Знаешь, это, наверное, один из самых счастливых моментов в моей жизни. Спасибо тебе, белорусская девушка, за то, что была Спасибо. Хороший комплимент у вас. Да. Спасибо. Так получается, что реализоваться можно везде. Везде. Можно улететь на другой континент, можно уехать в другую страну, можно переместиться в другой город или в другую деревню и реализоваться. Это факт, это не фантазия. Но очень хочется, чтобы то место, где мы родились, откуда мы вышли, и которое остается в нашем сознании, чтобы это место тоже стало таким, в котором можно было бы реализоваться. Мне кажется, что это, это такая мечта, до которой, кстати, не так далеко, а может быть даже совсем близко. Просто мы этого еще не знаем.